Всем добрый день, меня зовут Олег Бурый, я летчик-истребитель, много лет летаю, и вот вчера мы познакомились с доктором Тахири, я пришел сегодня к нему в гости. То есть о чем сегодня и сейчас мы говорим? О том, что для того, чтобы восстановить быстро организм, то есть энергию и улучшить состояние, необходимо употреблять биологически активные добавки. Я сам через свою жизнь, через практику к этому пришел. Без этого сегодня жизнь просто невозможна. Но говорят о диетах, о каких-то, это хорошо, но это не помогает так быстро восстанавливаться. И потому вот сегодня мы у доктора Тахири в гостях. Так, что вы пьете? Из Я чего? сегодня употребляю, так как я живу в Германии, я вышел на продукт очень интересный. Вот это вот называется продукт Activize. Это энергия. Но основа этого продукта в чем заключается? Когда-то мой друг, космонавт, известный Леонид Каденюк, сегодня, кстати, он не живой по определенной причине, он мне сказал: смотри, он летал на шаттле с американцами, и Америка, вы знаете, что это купи-продай, и сегодня технологии порошковые. То есть, почему порошок? Потому что это водорастворимая основа. Мы на 75%, 80% состоим из воды, и сегодня пришла технология к тому, что нужно употреблять именно порошок. Я употреблял и гели, я занимаюсь этим более 10 лет. Пропускаю через себя. Сегодня я выбрал вот этот продукт немецкого производства. На каждом продукте написано Made in Germany, сделано в Германии. Вот. По этой методике, по моей тоже есть определенная методика, я сегодня работаю со спортом. Это спорт, бокс, это легкая атлетика, там, где нужно много и быстрой энергии. Да, вот это. Так что, вот я сегодня хочу поделиться с доктором Тахири о своих наблюдениях и по поводу еще пандемии. Как я прекрасно работал и удерживал сатурацию крови 96-99. И сколько людей я именно реально спас людей пожилого возраста. Не дал возможности, так сказать, им пройти через кислородный аппарат, который доктор Тахири, который погубил очень много людей. Вот. И вот сегодня я этим поделюсь и покажу ему, конечно, упражнения, те, которые я сегодня выполняю. Давай покажи. Да. То есть, что это такое? Значит, мы знаем, что самое главное, когда человек заболевает, тут у него идет температура 37,4, 37,5, это 2-3 дня, потом 39 и там до 40. Что происходит? Задача не дать опуститься вирусу в легкие. Что мы делаем? Мы делаем простейшее упражнение. Я выпиваю вот этот порошочек. Сейчас мы с доктором Тахири его обязательно вдвоем попробуем. Вот он обладает всеми витаминами именно В, которые отвечают за энергию. B-комплект. Да, B-комплект. Вот. Дальше берем простое упражнение. Смотрите, соединяя руки и давление на ладошки. Вот, давление на ладошки. Поднимаю локти. Лопаточки стараюсь сжать, то есть я выпрямляюсь и выполняю простые упражнения. Начинать четырехтактные. Вот. То есть раз, два, три, четыре, это вдох и выдох. Раз, два, три, четыре. Легкие наполняю, сразу меряю это самое наполнение кислородом. 96, 97, 98, 99, даже 100. Мои наблюдения. Человек, который прошел инсульт, вот допустим левая сторона, я доводил сатурацию до 96, выше поднять не мог. Хотя правая сторона до 100. То есть это подтверждает, что инсульт, так сказать, поражает, да, определенные области, но самое главное, что он поражает сосуды. Но чтобы не прийти к инсультному состоянию, необходимо пить биологически активные добавки, пить воду чистую, и, естественно, делать определенные упражнения.
простые и легкие. Я сегодня этими упражнениями тоже с доктором Тахири обязательно поделюсь. Еще, мои еще личные какое-то наблюдения. упражнение делаете? Да, я, конечно, делаю много Покажите упражнений. еще. Да, хорошо. Давайте тогда простейшее упражнение для укрепления иммунитета. Смотрите, простое упражнение. Вот я создаю давление. Постоянно в лобную часть пальчиками. Легкие, шея. Мы работаем с подзатылочной частью. Затылочной, Да. То есть, что мы будем делать? Мы будем кислородом наполнять мозг. Так? Потом будем работать с частью, ну, как врач, да, как вилочковая, да, вот иммунная система здесь. Да, да. То есть, смотрите, вот элементарные Вилочковая. вещи. Вдох, выдох. Смотрите, дыхательная система. Смотрите, как я давлю постоянно в давление, да, постоянно. И вот что происходит. Вдох. Он закончился. Выдох. Через зубы. Выброс внизу. Вот. 12 раз в день достаточно для того, чтобы ваша иммунная система прекрасно себя чувствовала. Спасибо большое. Еще какое упражнение есть? Ну, конечно. У меня есть комплекс упражнений. Пожалуйста, смотрите. То же самое, следующее упражнение. Работаем с вот это с областью плечо, дельта так называемая. Очень много людей ко мне обращаются, особенно водители. Смотрите, сегодня маршрут. Флексит очень много. Да. Вот маршрутное такси, они по 12 часов работают. Таксисты и так далее. Люди, которые постоянно вот задействована локтевая часть и так далее. Вот рука, плечо. Обращается, помоги, болят руки. Что делаю? Рекомендацию. И я обучаю этому людей простым упражнениям. Смотрите, самая главная задача, чтобы рука была под 90 градусов. Видите, 90. 90. То есть у людей, у многих людей, процентов 85 точно, они не могут просто поднять руки до естественного состояния. Видите? Вот как смотрите, как у меня рука, видите, как у меня поднимается. А у людей вот так поднялась рука, он дальше ее поднять не может. Это наблюдаете, посмотрите за собой. Одна рука у вас разработана, может хорошо подниматься, допустим, правая, левая не поднимается. То есть нужно что делать? Смотрите, опять, никакие тренажеры не нужны. Вот. Кисть должна быть расслаблена, насколько возможно. Я создаю пальчиками, посмотрите, пальчиками создаю сопротивление, 90 градусов. Опять лопаточки постараюсь вместе соединить. Правильно стать. И дыхание, дыхательная гимнастика очень важно. И доктор Тахири об этом мне говорит, что дыхание очень важно в жизни. То есть слушайте. То есть, смотрите, дыхание. Оно закончилось. Максимально я руку поднял. Выдох. 12 раз правая, 12 левая. Смотрите, очень важно, чтобы когда плечи раскрыты, мы поднимаем и находим точку, которая не позволяет дальше поднять руку. Вот это важно. То есть я только сместил рука, видите, рука ушла. Только здесь сместил ее назад, я разворачиваюсь корпусом. То есть четко, я сейчас покажу доктора Тахири, буквально вот, чтобы он понимал, о чем я говорю. То есть вот наше естественное состояние руки в этом диапазоне и в этой диагонали она делает движение. Вот это очень важно. Вот это и максимально вверх, максимально вниз. Почему? Потому что, допустим, вот я вам расскажу из личной практики. Мы видим, люди ходят в тренажерный зал, берет гантелю и вот, замечали, да? И вот он начинает качать бицепс. Да, у него растет до определенного момента, но потом у него возникают огромные проблемы с локтем, с дельтой и так далее, с кистью. Почему? Потому что задача, чтобы движение было по максимальной амплитуде. И вот если я вниз держу руку, вот она, гантеля у меня, рука у меня не работает, видите?
Вот, начинаю загружать. И только в этом состоянии у меня здесь максимальная загрузка. Потом что? Загрузка опять уменьшилась, и ее здесь нет. То есть вы поняли, здесь ее нету, и здесь ее нету. И потому человек, не понимая, начинает качать, ну, ему ж хочется максимальное напряжение, начинает качать здесь. Но это большая ошибка. Почему? Потому что мы не можем максимально очистить кислоту, ткань. Ткань от максимальной амплитуды, смотрите, которую я делаю, вот, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Вот эти крайние точки я прорабатываю с помощью гантелей или тяжелого груза там определенно, да, гири не проработаешь, а вот здесь и есть застойное явление, то есть не работает ткань не очищается, то есть в крайних точках, которые мы вот делаем, мы можем выдавить эту отработанную среду, кислоту, которую, вот такая у меня методика, она у меня полностью есть для всего тела, 5 упражнений, достаточно для того, чтобы запустить работу лимфосистемы. Это очень важно. И доктор Тахирия... Спасибо большое. Действительно, то, что вы показали, я, конечно, провожу. У меня немножко по-другому, у вас более конкретный в каждом направлении. Мы будем сотрудничать, будем 150 лет жить, будем людей учить на планете, чтобы долго жили, не болели. Спасибо. Согласен.